Сегодня в Чувашии встречали министра культуры России. Владимир Мединский принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия чувашской автономии и 550-летия Чебоксар. О том, какие интересные предложения прозвучали из уст федерального чиновника, расскажет Светлана Позднякова. Заседания оргкомитетов к Дню Республики или города, как правило, проходят в гораздо более скромном составе. Но на этот раз и в зале, и на прямой видеосвязи специалисты нескольких федеральных министерств и ведомств. Я хочу подчеркнуть, эти две юбилейные даты мы празднуем на федеральном уровне. Два больших юбилея являются хорошим поводом привлечь внимание к нашей республике, всех регионов Российской Федерации. Внимание министра уж точно было привлечено самой датой основания нашего города. По его мнению, Чебоксары появились на карте истории гораздо раньше. В действительности город существенно старше, и каждый, кто учил историю в институте, знает, что настоящая история Чебоксар насчитывает минимум плюс 200-300 лет. Просто по принятой в нашей стране в исторической науке с советских еще времен методологии, датой основания является дата упоминания в первых российских источниках. В то время как в зарубежных источниках и на зарубежных картах Чебоксары обозначались, и город, находящийся на этом месте, обозначался значительно раньше. От истории сразу перешли к дню сегодняшнему. К предстоящим праздникам уже проделана большая работа. Подготовка началась сразу после подписания Владимиром Путиным соответствующего указа еще в 2012 году. Проведена масштабная реконструкция домов культуры. Этническая Чувашия уже принимает гостей. Сдан в эксплуатацию Московский мост. На финишную прямую вышло строительство новой поликлиники в центре столицы. План основных мероприятий включает в себя 88 мероприятий. На реализацию плана 18-20 годы за счет всех источников будет выделено порядка 630 миллионов рублей. Поддержку получат как уже ставшие традиционными, так и новые проекты. В регионах пройдут Дни культуры Чувашии, в Чебоксарах международный этнокультурный форум «Золотая колыбель». Новых красок добавит фестиваль фейерверков. Свои предложения к 550-летию готовит и столица. Особое внимание историческо-патриотическому направлению, а также строительству. Только в этом году в Чебоксарах должны появиться 2 школы и 10 садиков. Продолжится и благоустройство центра и Московской набережной. За счет синхронизации 4 федеральных программ отремонтированы все подъездные пути к историческому и туристическому центру. Общий объем привлеченных средств составил около 3 миллиардов рублей. На завершающей стадии и строительство газопровода в Заволжье. Уровень газификации сегодня превышает 93%. Это почти рекорд. И тем не менее работа продолжается. Вот как Михаил Васильевич сказал, мы действительно сегодня в 2019 году будем заканчивать строительство газопровода, межпоселкового газопровода до Заволжской части Чувашии. Продолжается строительство газопровода к заводу по производству керамических изделий. То есть эта программа всегда актуальна. Владимир Мединский оценил и чувашские пейзажи. Одно из предложений федерального министра – создать при Министерстве культуры так называемую кинокомиссию – совещательный орган, который будет оказывать помощь режиссерам в организации съемок на территории республики. Светлана Позднякова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.